Здравствуйте, дорогие друзья! Предметом проверки является соблюдение субъектами частного предпринимательства требований законов Республики Казахстан и постановлений правительства Республики Казахстан. Проверка субъекта частного предпринимательства – одна из форм государственного контроля, который проводят уполномоченные на осуществление контрольных или надзорных функций государственные органы путем совершения одного из следующих действий. Коммерческие проверки субъектов частного предпринимательства. Посещение проверяемого объекта должностным лицом государственного органа, запроса необходимой информации, касающейся предметов проверки, за исключением истребования необходимой информации при проведении иных форм государственного контроля, вызова субъекта частного предпринимательства с целью получения информации о соблюдении им требований законов Республики Казахстан и постановлений правительства Республики Казахстан. Проверки субъектов частного предпринимательства по разным критериям можно разделить на множество видов, но основным можно считать деление проверок на плановые и внеплановые. Плановые проверки – это проверки, назначаемые уполномоченным государственным органом в отношении конкретного субъекта частного предпринимательства на основании плана проверок, утвержденного уполномоченным органом, в соответствии с системой оценки рисков, с учетом установленных временных интервалов по отношению к предшествующим проверкам, с целью предупреждения угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц государства. Государственный орган обязан известить в письменном виде о начале проведения плановой проверки не менее чем за 30 календарных дней до начала самой проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки. Внеплановые проверки – это проверки, назначаемые уполномоченными на осуществление контрольных или надзорных функций государственным органом в отношении конкретного субъекта частного предпринимательства физических и юридических лиц государства с целью устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам. Государственный орган обязан известить о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до начала самой проверки с указанием предмета проведения проверки. Плановые и внеплановые проверки подразделяются на комплексные проверки, проверки по комплексу вопросов соблюдения требований законов и постановлений правительства Республики Казахстан, и тематические проверки, проверки по отдельным вопросам соблюдения требований законов и постановлений правительства Республики Казахстан. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в отношении нескольких субъектов частного предпринимательства одновременно, только по соблюдению требований налогового законодательства Республики Казахстан по вопросам постановки на регистрационный учет в налоговых органах, наличие контрольно-кассовых машин, наличие и подлинности акцизных и учетных контрольных марок, наличие разового талона, наличие лицензии, разрешение на отпуск этилового спирта, патента, регистрационной карточки, указанной в статье 574 Налогового кодекса Республики Казахстан. Кто и как часто может проводить проверки? Периодичность проведения плановых проверок зависит от степени риска с учетом значимости субъекта с точки зрения тяжести последствий, отраслевой статистики нарушений законов Республики Казахстан, а также результатов внеплановых проверок. 1 раз в год при высокой степени риска, 1 раз в 3 года при средней степени риска, 1 раз в 5 лет при незначительной степени риска. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки государственным органом. Это обязательный документ, который вам должен вручить под роспись уполномоченный проверяющий. В акте о назначении проверки указывается номер и дата акта, наименование государственного органа, фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на проведение проверки, наименование проверяемого субъекта частного предпринимательства или фамилия, имя, отчество при его наличии индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, идентификационный номер, участок территории, предмет назначенной проверки, срок проведения проверки, правовые основания проведения проверки, проверяемый период, подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа. Чиновник, прибывший вас проверять, обязан также предъявить служебное удостоверение, проверочный лист,
при необходимости разрешения компетентного органа на посещение режимных объектов или медицинский допуск. Внимательно изучите все документы проверяющего. Помните, что проверка может проводиться только тем должностным лицами, которое указано в акте о назначении проверки. Внимание! Должностным лицам государственных органов, осуществляющим проверку, запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки. Обязанности предпринимателя при проведении проверки. Обеспечить беспрепятственный проход проверяющего лица на объект. Представить необходимые документы на бумажных и электронных носителях, либо их копии, для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных в соответствии с задачами и предметом проверки. Сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки. Проверяющие обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов частного предпринимательства, проводить проверки на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан, не препятствовать установленному режиму работы субъектов частного предпринимательства в период проведения проверки, своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законами. Не препятствовать субъекту частного предпринимательства присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки, предоставлять субъекту частного предпринимательства необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки при ее проведении, вручить субъекту частного предпринимательства акт о результатах проведения проверки в день ее окончания, обеспечить сохранность полученных документов и сведений, полученных в результате проведения проверки. Правоохранительные органы вправе запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, как от субъекта частного предпринимательства, так и от государственных органов, обладающих этой информацией, на основании санкций прокурора, постановления следственных органов о возбуждении уголовного дела, либо на основании постановления суда. Мы настоятельно рекомендуем вам внимательно изучить закон Республики Казахстан о частном предпринимательстве, так как именно в нем рассмотрены все общие и обязательные для большинства государственных контролирующих органов требования по правилам проведения проверок. Особенности порядка, сроки проведения, продления и приостановления проверок, осуществляемых органами налоговой и таможенной служб, определяются Кодексом Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет, Налоговый кодекс, и Кодексом о таможенном деле в Республике Казахстан. По результатам проверки составляется акт о результатах проверки в 2 экземплярах, один из которых для вас. Знайте, что любой предприниматель имеет право вести книгу учета посещений и проверок. Должностные лица, проверяющие вас, обязаны произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий, должностей и данных, изложенных в акте. Приостановление или запрещение деятельности субъекта частного предпринимательства осуществляется только по решению суда, однако это возможно и без судебного решения и допускается в исключительных случаях на срок не более 3 дней с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. Договор. Договором признается соглашение 2 или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Как правило, многие путают понятия «договор» и «сделка». Договор есть разновидность сделки. К понятиям «договор» и «сделка» применимы следующие принципы. Свобода договора. Предприниматели приобретают и реализуют свои права своей волей и в своем интересе. Свобода в установлении прав и обязанностей на основании договора и в определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора. Недопущение принуждения к заключению договора. Воля сторон, которые могут заключить любой договор о чем угодно. Это может быть договор, предусмотренный или не предусмотренный законодательством. Равенство сторон договора в своих правах и обязанностях. Сторонами договора могут быть физические лица, граждане Республики Казахстан, иностранцы, юридические лица, государства. Существует 2 вида сделок
Письменные договоры простые, нотариальные и устные. Мы рекомендуем вам всегда совершать сделки в письменной форме, так как тогда легче что-либо доказать. Кто, что, когда должен сделать, какой товар поставить, и всегда легче защитить свои интересы в суде. Если вы совершили сделку, вы имеете право потребовать от другой стороны документ, подтверждающий исполнение, расписку, акт выполненных работ, акт сверки и так далее. Финансовые документы по сделке должны быть оформлены в строгом соответствии с законодательством, иначе они не будут приняты в расчет налоговыми службами. В соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному нотариальному удостоверению следующие виды сделок: договор ренты, завещание, доверенности на управление имуществом и на совершение сделок, требующих нотариального удостоверения, если иное не установлено законодательством, доверенности, выдаваемые в порядке передоверия, кроме случаев, предусмотренных гражданским законодательством, учредительные документы хозяйственных товариществ, исключение хозяйственное товарищество, являющееся субъектом малого предпринимательства, брачные контракты, соглашение наследников по закону об очередности их призвания к наследству и о размере их долей, соглашение об уплате алиментов. Существуют договора, подлежащие и не подлежащие обязательной государственной регистрации. Обязательной государственной регистрации подлежат следующие договора: сделок с недвижимым и движимым имуществом, сделок с ценными бумагами, договора лизинга, сделок с имуществом, имеющим значительную историческую, в том числе археологическую, художественную или иную культурную ценность для общества, сделок, связанных с движением капитала, лицензионных сделок, сделок на недропользование, государственные договора займа, договора гарантии и поручительства банками второго уровня и так далее. Структура договора: название договора, дата подписания, место заключения, преамбула, описание сторон договора, предмет договора, цена договора, права и обязанности сторон, порядок оплаты, сроки исполнения обязательств, ответственность за неиспользование обязательств по договору, форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, срок действия договора, споры и разногласия, условия изменения, приостановления и прекращения действия договора, юридические адреса сторон и подписи. Помните, договор заключается в письменной форме и в 2 экземплярах. Договор заключается на государственном и русском языках. Изменения и дополнения в договор вносятся только в письменной форме с согласия сторон. Прежде чем подписывать договор, внимательно его изучите. Удачи, настойчивости и благополучия вам, дорогие друзья!